Доброго вечера. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Сегодня у нас в гостях человек, который нередко бывает в эфире телеканала АТР. Это вполне объяснимо. Это российский адвокат Николай Полозов. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Николай постоянно посещает Крым легально для своей работы. Он занимается там защитой прав политзаключенных, преследуемых, крымских татар и так далее. И, кроме того, он достаточно опытный российский адвокат и вел дела еще минувших дней, еще до войны там. И политической оппозиции, в том числе, но я хотел бы сказать, что знаете, как у Сент-Экзюпери, вы в ответе за тех, кого приручили, так вот, адвокат все равно в ответе за тех, кого защищал. Ну и как врач, который в ответе за тех, кого он вылечил или не долечил. Да, ну вот я хочу поговорить, просто достаточно свежие новости. Группа Pussy Riot, известная нам по акции «Богородица Путина прогони», это, кажется, 11-й год, да, или 12-й? 12-й год. Угу. В храме Христа Спасителя в Москве они решили приехать в Крым и провести там акцию в защиту Сенцова. Я подробностей не знаю. Я хочу, чтобы вот ты, Николай, рассказал нам, что это такое вообще. Ну, действительно, было такое событие. После вот этого судебного процесса и после освобождения группа Pussy Riot, она раскололась на несколько кусков. И часть из этих кусков впоследствии начала заниматься, ну, якобы правозащитой. На самом деле, кроме голого самопиара, там ничего нету. Но они почему-то решили, видимо, посчитали, что на этом можно заработать себе каких-то медийных очков, пытаться привлечь внимание к персоне Олега Сенцова. Да, это украинский политзаключенный. Мы знаем, что он был абсолютно несправедливо осужден, отправлен в Сибирь, в Якутию. И они уже приезжали в Якутию, где он находился в колонии. Там же было на мосту акция. Да, они провели на мосту акцию, и после этого Сенцова, как раз после этой акции, через всю страну повезли на Дальний Север, в Ямало-Ненецкий автономный округ. Причем ему сказали, что только из-за этой акции. То есть это такая медвежья услуга получается. Я не знал никогда этого. Откуда тебе это известно? Ну, это публикации были в средствах массовой информации, и об этом, по-моему, и Зоя Светова писала, журналист-правозащитник российский. И вот сейчас мы видим такая же ситуация, что они приезжают в Крым, причем приезжают в Крым нелегально. 3 участника группы Pussy Riot, 2 девушки, 1 молодой человек, 2 из них, это было позавчера, приехали паромом. Паромом через Краснодарский край. Да, из Краснодарского края в Керчь. И 1 прилетела самолетом из Москвы. И учитывая реноме этой группы, понятно, что к ним было привлечено внимание российских силовиков. Их сначала задержали, потом отвели в наркологический диспансер, значит, проверить, есть ли в них в крови содержание каких-то препаратов, что, ну, по логике российских властей объяснимо, да, только упоротые могут вот такие вещи совершать. И впоследствии 1 из них уехала, а 2 они то ли потерялись там, то ли нет. Но что самое интересное, они хотели провести в Крыму якобы акцию в поддержку Олега Сенцова. Акцию они не провели, пиар они со всего этого получили, но при этом умудрились еще и, соответственно, нарушить законы Украины о пересечении государственной границы. И, насколько я знаю, всех их внесли в базу данных «Миротворец». То есть, фактически в Украину им теперь Но путь тут даже закрыт. дело не в базе данных «Миротворца», а в законах Украины. Если ты был в Крыму, потому что вопрос, который задают всем, кто приезжает в Украину с российским паспортом, посещал ли ты незаконно Крым? Именно так. А тут как бы публичная акция и так далее. Ну, по сути, им никто не мешал приехать в Украину, легально пересечь границу, доехать до админ-границы с Крымом, пересечь ее, потому что российских некоторых журналистов пропускают таким образом, и никаких проблем вообще нет. По крайней мере, попробовать можно было. Да. И ту же акцию защиты Сенцова можно было провести там на админ-границе, ну где угодно. Именно так. А почему туда-то их потянуло? Ну, я думаю, Сенцов же не там. Сенцов находится на Ямале. На Ямале. Но они думали, что вот 26 февраля, может быть, как-то можно с этим, я так полагаю, на этом тоже получить какие-то медийные очки. Вот. Ну, просчитались. Вот. И в итоге и российские силовики на них оказали давление, и, собственно, в Украину им путь заказан.
А кто эти люди? Потому что я, насколько понимаю, вот их, так условно говоря, самые известные медийные фигуры и лидер Надежда Толоконникова, она в этом не участвовала. А кто Нет, участвовал? она Толоконникова откололась, и, насколько я знаю, она где-то находится в Соединенных Штатах, работает там. А, то есть вообще в Pussy Riot ее больше нет? Да? Ну, вообще это же не какое-то там общество с ограниченной ответственностью, да, где распределенные доли и так далее. Это художники, это акционисты, и у них все обычно с головы на ноги поставлено. Вот. Но я знаю, что Толоконникова, она по большей части проводит свое время в Соединенных Штатах, за рубежом. А вот Мария Алехина и Ольга Борисова — это часть Pussy Riot, которые то они организовывали какой-то театр в поддержку, значит, украинских политзаключенных, ездили с этим театром с гастролями, то вот они проводили такие акции. Но, на мой взгляд, это даже, наверное, не стоит обсуждать, потому что понятно, что таким образом они не только не окажут помощь тому же Олегу Сенцову, да, но и фактически перебивают, что называется, повестку 26 февраля, по большому счету, да, потому что если люди в Крыму, находящиеся под давлением, да, под жесточайшим давлением в условиях оккупации, видят, что к ним приезжают заезжие гастролеры из Москвы, то никаких позитивных эмоций они испытать не могут. Еще один интересный момент. Поддержку им осуществляет «Открытая Россия» Ходорковского. То есть получается, что таким образом вот завязана вот эта внутренняя оппозиция российская, украинские политзаключенные, и все это превращается в какой-то, вот смешивается и превращается в какой-то Скажи, ссор. вот короткие, ты их просто их знаешь же, да, ты защищал их. Твое мнение, ты действительно думаешь, что в этом нет никакой искренности, это только пиар? Ну, насколько я знаю, вот у меня складывается ощущение, что да, это больше пиара, нежели чем какой-то искренности. Хотя, конечно, может быть, они и имеют посылы какие-то чистые, да, но все, что получается, превращается в что-то непотребное обычно. Значит, теперь что им может грозить? Понятно, что они ничего не успели сделать, да? Они, видимо, хотели пересечь границу, одни по земле, другие через пролив, другие, или там Алехина летела самолетом, да? Чтобы их типа не задержали вместе, как бы отдельно. Но, видимо, это все шифровалось в 3 секунды ФСБ. Конечно. Ну, Да. в условиях, когда там тотальная полицейщина, да, там всех под микроскопом рассматривают. И, конечно, они понимают и на пароме паспортный режим, и на самолете паспортный режим, и все это, конечно, моментально отслеживается. А то есть там все равно паспорт отслеживают? Конечно. И все эти реестры есть, списки? Именно всё. так. И Именно там они, так. конечно, помечены наверняка как надо. Да. Именно так. Но тогда такой вопрос, я просто это понять никак не могу. Вот люди выступают за освобождение Олега Сенцова. Благое дело, да? Люди берут билеты и едут в Крым, заранее зная, что они нарушат законы страны, гражданином очень ярким, который является Олег Сенцов, который за Крым, за украинский Крым пострадал так, как не пострадал никто. И как бы люди спокойно берут билеты и пересекают границу незаконно, демонстрируя как бы неуважение, ну, просто к украинскому государству как таковому. Как это вообще в одной голове укладывается? Ну, я не думаю, что здесь какой-то злой умысел с их стороны. Мне кажется, что это такое обыкновенное раздолбайство. То есть это люди, которые не задумываются над последствием тех акций и мероприятий, которые они собираются проводить. Задача — собрать как можно больше вот этого модного слова «хайп». Да, собрать как можно больше каких-то лайков в соцсетях и так далее, а не реальная помощь украинским политзаключенным. Ну, то, что это Сенцову никак не поможет, это понятно, да, это априори ясно. Но как бы они вроде внимание хотели привлечь, акция не получилась, но к тому же еще что-то им грозит по российским законам? Ну, я не думаю, что по российским законам им что-то грозит. Скорее всего, российские силовики их как-то постараются оттуда выпроводить из Крыма, как нарушители общественного порядка. Не, я считаю, что выпроводили уже, конечно. Да, и привлекать их, ну а зачем? Еще больше им пиара добавлять. То есть у них не стоит такой задачи. У российских силовиков в Крыму стоит задача бороться с инакомыслием в Крыму, бороться с крымскими татарами, бороться с украинцами. А заезжих гастролеров просто выпроваживают, и на этом дело заканчивается. Но наверняка они уже и выпровожены, просто об этом еще не Скорее объявлено. Да. И, кстати говоря, я считаю, что гораздо более сильной акцией, не художественной, правда, а гражданской, был выход к Бахчисарайскому дворцу в одиночный пикет этой прекрасной девушки, о которой я раньше не знал, Ильмаз Акимовой.
которая взяла плакат с текстом «Это вандализм, то, что делаете с Ханским дворцом». А мы знаем, что там идет реставрация такая, что там все аутентичное убирают, перекрытие, витражи, убирают черепицу старинную ханскую, и все это евроремонт московский делают там. Новодел. Новодел, да, что это никакого отношения не имеет к реставрации. И вот девушка Эльмас Асанова вышла с плакатом таким. И как бы это даже по русским законам разрешено, одиночный пикет. И ты знаешь, что дальше было, да? Конечно, знаю, и я тоже о ней не знал. И когда я увидел сообщение в социальных сетях об этой акции, я и написал ей, что в условиях оккупации это, безусловно, геройский поступок. Выйти и открыто заявить свое мнение в условиях, где вообще даже голову поднять нельзя, с ее стороны это очень мужественный поступок. Конечно, то, что происходит с Ханским дворцом, это варварство. Чистой воды варварство. Фактически российская оккупационная власть уничтожает память, уничтожает культуру, уничтожает наследие крымского. А расскажи поподробнее, пожалуйста, вот именно украинской аудитории, которая, может быть, не совсем в курсе, что там, вот ты разбирался же с этим тоже и писал заявление по этому поводу. Ну да, подан мной иск. Эльмира Аблелимова, супруга Ахтема Чайгоза, попросила меня от ее имени подать иск в суд с требованием остановить вот эту варварскую реконструкцию. По сути, ситуация такая, что была выделена достаточно большая сумма денег, порядка 200 миллионов рублей, на реконструкцию, точнее реставрацию Ханского дворца. Была проведена очень быстро некая экспертизка, на основании которой практически безальтернативный тендер выиграла некая московская строительная фирма «АТ Групп», которая до этого не имела опыт реставрационных работ никаких. И вообще, может быть, это компания какая-то полуфейковая, потому что в Крым лезть с любыми работами публичными — это угроза санкций. Именно так. Но на кону почти 200 миллионов рублей, сумма достаточно значительная, в том числе и для Аксенова, который, на мой взгляд, безусловно, имеет отношение к этой истории. Вот. Они взяли субподрядчиками симферопольскую фирму «Керамет» ООО, которая как раз была несколько лет назад перепродана структурам Аксенова. И, соответственно, вот руками рабочих вот этой группы «Керамет» и происходит это варварство. Причем для того, чтобы как-то объяснить это с нормативной точки зрения, они это назвали не реставрация, а внеочередные противоаварийные работы. Ну, типа, он сейчас рухнет, дворец, да, и мы должны его спасти немедленно. Да, именно так. Вообще, реставрация подразумевает, что сохраняется как можно больше аутентичного материала. Ну, то есть не одну, грубо говоря, так утрируя, не одну вот эту черепицу, татарку, да, вот эту круглую, которой нет аналогов сейчас нигде, да, ее вынуть нельзя оттуда, если она цела. Именно так, именно так. Мало того, если есть вот эти балки, которые держат кровлю, а разговор о противоаварийных работах шел именно про кровлю, то это не означает, что надо 300-летние балки брать и распиливать. Да? Так мы же видели фотографии, эти балки целые. Абсолютно целые. Да. Абсолютно целые. Да, там может быть есть какой-то процент не очень большой, действительно деформированных, поврежденных от времени балок, но, во-первых, надо было менять именно их, а во-вторых, вообще по правилам реставрации оставляют как можно больше от этой балки вот этого аутентичного материала и по специальной технологии туда внедряют современные. Что они делают? Они распилили эти балки, заказали фактически клееный брус технологии USB, то есть это такие быстро возводимые конструкции. Строят вот эти дома, допустим, да? Да, именно так. Технологий таких 300 лет назад вообще не было, они разработанные. А там же еще и нужно технологии соблюдать, которые использовались тогда. Именно так. Черепицу всю поснимали, часть из них, естественно, уже разбили, потому что при всех этих работах неизбежен процент потерь. Вообще не представляю, как это можно тронуть. И на место черепицы собираются поставить испанскую черепицу. Да, она замечательная испанская черепица, вопросов нет. На особняк Аксенову пусть бы ставили, как говорится. Да, но она не аутентичная. И что самое интересное, я вот подразумеваю, что помимо просто распила денег, там есть еще один интерес. Вот эту вот снятую оригинальную черепицу-татарку, да, а кто даст гарантии, что там Аксенов, Константинов или кто-то себе на дачу их не утащит? Ведь есть такое выражение «понты дороже денег». Да? Испанскую себе любой может покрыть. А когда он встречается со своими друзьями и говорит, а у меня вот с Ханского дворца черепица, это абсолютно бесценно. Ну, знаешь, когда-то после депортации они же мастили дороги могильными камнями.
разрушив все кладбища крымских татар. Именно так. И сейчас происходит разрушение. Те надгробия, которые находятся у ханского дворца, в результате вот этих вот работ, а там заливают бетоном противосейсмический пояс, ведут еще такие достаточно тяжелые работы, уже происходит растрескивание надгробий, уже пошла трещина по самому фасаду ханского дворца, уничтожаются витражи, росписи. Это из-за того, что нагрузка на стену возросла. Именно так. Вообще, вот этот противосейсмический пояс по правилам, да, как это делали 300 лет назад, это должны быть специальные дубовые материалы, из дуба сделанные, из твердых пород дерева. Здесь по тупую все заливают бетоном. И, у меня такое ощущение, что хотят быстренько сделать такой новодел, чтобы это внешне выглядело вот так вот красиво, игрушечно, как это. А может, это они к Путину стараются, чтобы он приехал к 18-му на выборы, прилетел туда, и ему показали, как вот они восстанавливают? Но мало того, что показали. Вот есть такая версия, что он хочет, как Екатерина II, поспать там. Ведь все знают эту историю. Я очень плохо, что мат запрещен в эфире, но на самом деле то, что они творят с ханским дворцом, это же с самого начала, когда они пришли в 2014 году, фактически его превратили из музея крымских татар, истории, культуры и так далее, искусства крымских татар, архитектуры, в музей-спальню Екатерины. Там же открыли, притащили какую-то койку, написали, что на ней спала с кем-то там великая императрица. И ты думаешь, что он хочет лечь туда спать? Мы же видим, что Путин, он такой, любит символизм. Очень, да. Да, и не случайно. И выборы 18 марта, и якобы он хочет на выборы в Крым приехать, значит, поголосовать там. А где гарантия, что он, допустим, не хочет вот эту вот символическую преемственность между завоеванием Крыма Екатериной II, да, и вот своим завоеванием проложить вот этот мостик. Это, вполне укладывается в логику Я его. позволю себе, конечно, тема очень серьезная, но надеюсь, что он не будет заниматься всем тем, чем занималась Екатерина II. Я думаю, что хуже даже будет. Да? Ну, ладно, не будем углубляться в тему жизни личной Екатерины II. И Путина. И Путина, да. Но если серьезно, то я вижу, что ты углубился в эту тему. Но что можно реально сделать? Или это абсолютный тупик, их не пробьешь ничем, ни ЮНЕСКО, ничем. Просто позавчера в этой студии мы разговаривали с Дмитро Кулебой, это представитель постоянной Украины в ПАСЕ, и вот он говорил как раз о том, что надо давить через ЮНЕСКО, через все возможные инстанции. Ты пошел через российский суд, я так правильно понимаю? Дело в том, что несмотря на то, что действительно мы понимаем, что в российской юрисдикции достаточно практически невозможно добиться ничего, тем не менее, было бы неправильно пренебрегать этими механизмами. То есть все этапы все равно нужно пройти? Пройти все этапы, чтобы потом на Западе уже не задавали вопросы, а почему вы там ничего не делали? Да? То есть мы последовательно начинаем оттуда. Другая часть людей начинает отсюда, да? Третья на Западе работает. И вот такое комплексное давление, может быть, приведет к какому-то результату. Во-первых, уходит время. Во-вторых, с ЮНЕСКО тоже все не очень просто. Действительно, ханский дворец был презентован ЮНЕСКО, однако он не включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это было еще до оккупации, до войны. Не успела, Украина не успела. Не успели. Да. Там были разные варианты, там и Херсонес и так далее. Пока только успели презентовать. И в связи с этим ЮНЕСКО на текущий момент не может оперативно реагировать на вот этот вандализм, потому что просто в их реестре ханского дворца нету. И я боюсь, что, конечно, когда действительно можно будет пройти все эти сложные бюрократические процедуры, просто будет упущено время. Просто будет уже стоять новодел, в котором, может быть, только фундамент будет аутентичен. Все это на самом деле ужасно, и для крымского татарина, я думаю, для любого человека, который вообще ценит что-то в этой жизни прекрасно, это единственный памятник вообще крымско-татарского дворцового искусства, архитектуры точнее, да, их просто нет больше нигде, это не похоже ни на османские, ни на там никакие другие вообще дворцы, это дворец в саду именно, это дворец в низине, таких просто аналогов не существует, и то, что сейчас русские там делают, это вполне ложится вообще в преступление, в понятие. То же самое Миних делал, когда сжигал его. Да, но они даже тот не дожег, а эти сейчас доперестраивают. Да. Да. И при том, что от дворца остался, от дворцового комплекса, там 20% не больше. Это именно то, что мы так. сейчас видим. Да. Да. Ой. И как ты думаешь, с этой прекрасной девушкой Эльмаз Акимовой, они что будут, ей что-то предъявлять за это или нет? Насколько я понял, все-таки то, что там произошло, вот этот инцидент с полицией, он касался не столько ее,
сколько действий вот этих сумасшедших людей, которые набросились на нее, да, некие гражданские лица, которые там находились, порвали плакат, оскорбляли и так далее. Поэтому по российским законам, в принципе, одиночный пикет не нужно ни с кем согласовывать. Ты вышел, постоял. Есть определенные места, где нельзя это делать, например, там, у следственных изоляторов, около границ, около объектов атомной энергетики и так далее. Да? Но у музея-заповедника это делать можно. Поэтому я надеюсь, что в отношении нее конкретно никаких санкций применяться не будет. Но если они вдруг попытаются это сделать, то, конечно, я с своей стороны готов оказать ей необходимую помощь. Ну, там вроде ребята-адвокаты подключились, которые в Крыму постоянно находятся. Да, мы с ними находимся в контакте в постоянном. И я, когда приезжаю в Крым, с ними встречаюсь. Важно понимать, что, конечно, в таких условиях бывают и перевертыши. То есть фактически совершает противоправные действия какое-то другое лицо, значит, к ответственности подтягивают уже того, кто выходил на пикет. Так это как раз вот об этом Ильмаз Акимова и пишет у себя в Фейсбуке. Точнее, это интервью сайту 15 минут ее, и она рассказала, что пока женщина рвала плакат и ругалась, а там женщина и мужчина подошли к ней, когда она стояла с плакатом в защиту Ханского дворца на тротуаре, никому не мешая. Значит, пока одна женщина рвала плакат и ругалась, ее знакомый снимал происходящее на видео. Действия женщины сопровождались словами: «Вы вообще приехали из Узбекистана, а я коренная русская крымчанка». Ну, это просто отражение того шовинизма и татарофобии, которая, безусловно, присутствует среди некоторых жителей Крыма. А скажи, пожалуйста, вот, ты часто бываешь в Крыму. Приходится тебе общаться только с крымскими татарами или все-таки с местным населением, другим ты тоже какие-то контакты Ну, имеешь? все равно, так или иначе, я как бы нахожусь, я же там не в сферическом вакууме нахожусь, да, я общаюсь и с таксистами общаюсь, и там с персоналом тех или иных, значит, гостиницы, там, кафе и так далее. Поэтому я, в принципе, понимаю, вот вижу эти срезы общества, да, и вижу их проблемы, которые у них есть, и вижу, скажем так, они мне там рассказывают о каких-то своих впечатлениях о происходящих событиях. Но я могу сказать, что, конечно, ситуация со временем, она меняется. Если, когда я приезжал там в начале 2016 года, было какое-то одно ощущение, да, вот Россия там туда-сюда, Празднику, ребят. да, то сейчас уже как бы праздники прошли, нас догнали будни, как в свое время группа «Калинов мост» пела. То есть такой эйфории ты уже среди Нет, эйфории нетатарского нет, все населения не понимают, встречаешь? что, конечно же, рассказы российского телевидения это был обман, ложь и провокация. Приближаются так называемые выборы президента РФ в Крыму. Ты думаешь, что он приедет в Крым сам? Ну, я думаю, что, опять же, исходя из этих его символизма, я не исключаю, что он может приехать, скорее всего, в свой любимый город Севастополь, да, для того, чтобы проголосовать, может быть, даже проедется по какому-то участку вот этого моста крымского. Переспит в постели Екатерины. Да, и для него, собственно, все эти выборы, да, это задача продать достижения 2014 года, его личные, как он считает, да, а россиянам Еще раз. еще раз для того, чтобы легитимизировать пребывание у власти еще 6 лет. Вот когда последний раз ты был в Крыму? Ну, на прошлой неделе. Как идет кампания по агитации людей идти на эти выборы? Ну, я скажу так, что развешаны практически всюду вот эти баннеры, что надо приходить на выборы, сильная Россия, сильный президент. Причем не просто по улице развешаны, в СИЗО даже висят плакаты. Какая прелесть. Да. А в СИЗО можно голосовать, да? В СИЗО можно голосовать, потому что люди не осужденные. Вот, соответственно, и все понимают, что это за президент. Опять-таки, никаких альтернатив в Крыму нет. Если в России хотя бы пытаются изображать альтернативу, Там да, никаких тут вот Грудинин, Собчаками не пахнет. да, тут Собчак, там вообще ничем не пахнет, кроме Путина. Такой стойкий портяночный запах. Известны ли тебе факты, когда людей принуждали там какие-то акции проводить, там, не знаю, на митинги выходить? Но там действительно те, кто относится к бюджетной сфере, им ставят, насколько я слышал, достаточно жесткие обязательства о явке, потому что за кого голосовать вопрос не возникает вообще, то есть это даже не обсуждается. А вот для обеспечения внешней картинки, легитимизации этого процесса нужна, конечно, явка.
И вот основные усилия брошены на то, чтобы врачей, учителей и так далее, и членов их семей согнать на вот эти избирательные участки, заснять красивую картинку и показать, как тогда показывали про референдум, что вот, значит, благодарные крымчане идут голосовать за Я, Путина кстати, слышал, толпами. да, я, кстати, слышал, что вообще заставляют вступать под выборы именно в Единую Россию учителей и врачей, ну, кто там какие-то должности занимает в этой бюджетной сфере. И плюс требование такое, и даже в самой России, и в Крыму, значит, должен привести с собой как можно больше друзей. Да, да. Плюс и подкуп тоже используется. То есть уже как бы обсуждается, что заявку на избирательные участки там будут разыгрываться сотовые телефоны, какие-то вот такие, скажем так, мелкие гешефты, которые публику падкую до халявы могут сподвигнуть на то, чтобы прийти на избирательный участок. Ты как юрист можешь рассказать людям, вот, простым, которые не вникают в эти детали, вот ведь у всех практически, кто живет в Крыму, есть гражданство Украины. И практически никто от него не отказался. Да? Люди, которые будут принимать участие в выборах не в качестве, там, допустим, массовки или там, прийти на участок, избирательная комиссия, штаб какой-нибудь, выбранный какого-нибудь кандидата и так далее. Чем они юридически рискуют, участвуя в этом фарсе по выборам Путина, безальтернативным, как мы понимаем? Ну, первое. Во-первых, никакой ответственности за отказ прийти на выборы нету. Если человек решил для себя, что он не участвует в этом фарсе, что он не поддерживает человека, благодаря которому состоялась оккупация, были похищения, убийства людей, развязана кровавая война на востоке Украины, убивают детей в Сирии и так далее, то никакой ответственности этот человек не понесет. Просто не пришел. Поэтому бойкот выборов – это своего рода такая альтернатива участию во всем этом. А вот кто участвует активно, например, является членом территориальных комиссий, избирательных участков. Всех уровней, всех. До школ, там, любых уровней. Или являются членами штабов тех или иных кандидатов, по украинскому законодательству это предусматривает уголовную ответственность. И если им вдруг понадобится потом пересечь админграницу, ну, нет никаких гарантий, что они не окажутся под судом и под следствием. Как мы понимаем, в этом процессе задействованы тысячи людей. Да. И все эти тысячи людей, которые, фамилии которых будут записаны в этих документах каких-то, да, они же не секретные, в принципе, абсолютно это же открытые. В том-то и фишка, что это все открыто. Так они специально замазывают этих людей. Они специально пытаются обрезать вот эти мосты этих людей с Украиной, да, замазать их вот в этой грязи, для того, чтобы им уже некуда было деваться, чтобы они уже оставались точными заложниками полуострова. Да, чтобы они никуда не смогли из этого гетто выбраться. Поэтому в интересах российской власти вовлечь в эти процессы как можно больше людей. Что мне подсказывает, что будет много очень внезапно заболевших накануне. Ну, эпидемия гриппа – это штука такая. Что еще отличает нынешний Крым вот в сторону вот внешнего полицейского режима? Потому что многие рассказывают, приезжают сюда люди, говорят, что вот просто ты выходишь в Киеве из поезда, да? Да даже еще на Чонгаре, и ты понимаешь, что как бы, ну, ты расслабился, ты на свободе. Как внешне выглядит Крым сейчас для вот человека, который идет по улице? Если там, увидев девочку с плакатами, тут же находятся какие-то добровольцы, которые бросаются на нее там с видеокамерой, рвать плакаты и так далее. Ну, во-первых, это значительное присутствие полиции, это значительное присутствие военнослужащих. Их видно просто. Их видно. Ну, простой пример. Вот я ездил в Белогорский район 2 недели назад. И по дороге ну, просто 2 колонны. Одна колонна с какими-то бронетранспортерами, другая танковая колонна. Вот, и они постоянно перемещаются. Над городом баражируют вертолеты военные. Ну вот они постоянно куда-то туда-сюда. И вот этот звук вертолета, он очень часто слышен даже в Симферополе. Я уж не говорю там рядом с какими-то аэродромами там, в Гвардейском или еще где-то. Да? Поэтому вот это ощущение тотального давления, оно буквально на метафизическом уровне присутствует. Бесправие, такого шапкозакидательства со стороны части населения, что вот мы такие, мы как бы можем там то все. А вот эта бдительность присутствует?
Когда люди, допустим, ну, ты слежку, наверное, чувствуешь за собой постоянно. Ну, Прослушки, внимательно да. следят, да. Ну вот, допустим, бдительность в каком плане? Увидев там скопление людей какое-то, мне рассказывали, как звонят тут же в полицию, кто-то фотографирует, тут же запрещают, звонят, выясняют. С этим тебе приходилось сталкиваться? Да, это видно, причем такие граждане более старшего возраста, которые помнят еще советское время, у которых рука уже умеет писать доносы, вот они, да, они занимают такую позицию. То есть любая активность, она даже если полиция там где-то чего-то не усмотрела, всегда найдутся доброхоты, которые готовы сразу заявить об этом соответствующим органам. Ну, ситуация в Крыму, в принципе, понятна. Там они строят такой вариант какой-то модернизированной Северной Кореи, где, в принципе, ты можешь быть стукачом, либо молчать, дрожать. А если ты крымский татарин, то как бы ты вообще ничем не защищен. Но это все понятно, но интересно, что происходит в этот момент и насколько такая же похожая ситуация в самом вот этом путинском Мордоре, Рейхе, в Москве, где ты живешь. Там, на твой взгляд, больше гайки закручены? Или, то есть Крым для них это такое как бы место для тренировок, как они в Сирии тренируются людей уничтожать, а в Крыму строят такой политический режим усиленный, да, где только один Путин и так далее, такой КНДРовский вариант. В Москве как вот сейчас, по твоим ощущениям? Что происходит? Не, ну, конечно, в Крыму это все более гипертрофированной форме. Если мы говорим о материке, то в России, конечно, все эти вещи присутствуют, но в менее контрастно, менее выраженно. Хотя, конечно, преследуется и инакомыслие, и, скажем так, и институт вот этих доносов тоже присутствует, то есть это никуда не девается. Я скажу так, что, конечно, если мы говорим в целом о Москве, Москва — это особое государство, да, это не Россия. Она посвободнее или нет? Она отчасти посвободнее, в ней больше денег, в ней присутствует власть, и поэтому москвичи, наверное, все-таки отличаются от остальных жителей России. Вот. Те им отвечают взаимной ненавистью, как это повелось. Но основные, скажем так, проблемы, они, конечно, присутствуют и в Москве, и в других регионах. Но полицейщина ощущается в Москве тоже? Ну, конечно, ощущается. Ну, достаточно просто выйти на улицу, увидеть, что наряды, рамки металлоискателей, постоянно вот в метро заходишь, предупреждение о там какой-то террористической угрозе. То есть это вот элементы такого, ну, скажем так, может быть, художественного какого-то произведения, да, антиутопия какая-то, да, своего рода, которая притворяется в жизни в реальном времени. Вот. И все эти аспекты мы видим. Кстати, недавно прошел марш памяти Бориса Немцова, на который собралась, ну, вся разношерстная русская оппозиция, начиная от Явлинского и заканчивая Навальным, который его ненавидит. Там. Но Навального не было самого, он под арестом, насколько сейчас Нет, понимаю. нет, Навальный был. А, был, да? Да, он прошелся там. Значит, ты что-то перепутал. Собчак была, да. Собчак была, да. Но вот они все шли, и я просто, это был марш имени памяти Бориса Немцова, и я вспомнил марш 2014 года, который он возглавлял, ну, в числе других лидеров тогда оппозиции. Этот марш был против войны под лозунгом «За нашу и вашу свободу». Причем был украинский флаг и был флаг как бы российский, тогда переплетены, и все это было написано как бы «За нашу и вашу свободу», это по-украински, по-русски да, одинаково пишется, да. И тема Украины, я помню колоссальное количество украинских флагов, антивоенные лозунги. Люди шли именно вот конкретно против войны с Украиной. Проходит 3 года с убийства Бориса. И что? Мы видим сейчас. Что это был за митинг? Ну, скажем так, митинг это был что-то вроде смотра мобилизации оставшихся либеральных сил. То есть понятно, что там вышли люди, которые, некоторые из них знали лично Бориса Ефимовича, некоторым была симпатична его политическая деятельность и так далее. Но в масштабах 15-18 миллионного города, да, даже 7 тысяч человек. А было так, да? Да. Ну, по оценкам МВД было 4,5 тысячи, по оценкам организации «Белый счетчик», которая производит подсчет на митингах, 7 тысяч. Ну, даже если 10 тысяч вышло.
это все равно ничтожно. Мы помним, как выходили люди на проспект Сахарова. Больше 1050. больше 100 тысяч выходило. Да? И на ту же Болотную выходили люди. Вот. И сейчас это, конечно, достаточно жалкое зрелище. Тем более, что в условиях условной предвыборной кампании, как мы это назовем, да, присутствие нескольких сразу зарегистрированных кандидатов. Ну, да, казалось бы, да. Да, и одного незарегистрированного кандидата, который хотел стать зарегистрированным, но не смог, да, выглядит как вот такой предвыборный пиар, к сожалению. Ну, пиар-то пиар, но когда оппоненты Путина, там, как они себя называют и позиционируют, там, системные, как Собчак, или несистемные, как Навальный, или системные, как Явлинский, и за ними идут, хорошо, 7-10 тысяч человек, в памяти о лидере, которого эти люди называют, таким эталоном, что ли, да, русского свободомыслия. Я просто даже не знал, что такие цифры. Мне кажется, это катастрофическая история. Увы. И, конечно же, был запрет на любые флаги Украины. А запрет чей? Вот я тоже слышал, кто запретил? Организаторы или... Нет, не организаторы. Дело в том, что за каждым таким митингом установлены ответственные лица из числа чиновников мэрии, из числа сотрудников полиции высокопоставленных. И буквально в ручном режиме происходил отбор той символики, тех флагов, тех плакатов, которые люди собирались проносить. В российской реальности они проходят согласование эти? Да, чтобы ты понимал, если здесь в Украине ты вышел и вышел, да, то для того, чтобы попасть в Россию на митинг, ты должен сначала пройти рамки металлоискателей. То есть это огороженное и там показать, что ты взял с собой. Что ты с собой несешь. Там специальные сотрудники полиции раскрывают это все, смотрят. Если они что-то там не понимают, надо уточнить, они идут в штабной автобус. Там сидит высокопоставленный сотрудник, который уже сам определяет, что можно... Простой пример. В прошлом году как раз на этом марше мы готовили растяжку «Свободу крымским политзаключенным», украинским политзаключенным, «Руки прочь от Крыма». Туда приехало несколько наших друзей, крымских татар из Крыма. Кстати, двое из них, это Чепух и Трубач. Они сидят сейчас они уже сидят. По подозрению в нелепом преступлении. Асан Чепух, он эту растяжку потом забрал в Крым, повесил себе на дом. Я же помню, да, это как раз была растяжка с митинга, и этих двух прекрасных людей посадили, и сейчас судят. И у нас тогда уже запретили украинские флаги. Растяжку с большим скрипом, но пропустили. Крымско-татарские флаги пропустили. Потому что вроде как не запрещенные пока в России символика. Так она официально же украинские флаги не запрещена. Но, тем не менее. И в этом году вообще украинская тема там не звучала в принципе, к сожалению. Хотя Немцов при жизни, конечно, это было то, с чего он начинал любые свои выступления. Да, мы ведем войну против Украины, это позор, срам и так далее. Путин, война, доклад его знаменитый и так далее. Как будто это, знаешь, я тоже участвовал в написании этого доклада, там у меня есть глава про Крым, и там много людей, и в том числе, кстати, это инициировал это Илья Яшин, продолжение этой работы, да, и под его редакцией было. А как такое? То есть доклад «Путин-война», он уже как-то не актуален? Война прошла, все нормально? Мне кажется, что происходит такая деформация мнения вот этого либеральной части общества в сторону некой искусственности, некого симулякра. Да? То есть, во-первых, количество людей, выходящих на марш памяти Немцова, с каждым годом становится меньше. И вот буквально вчера я видел такой язвительный пост Лимонова, да, который очень критично относится ко всем этим событиям, но он достаточно отразил такую понятную вещь, что пройдет еще несколько лет и будет выходить кучка стариков, которые, там, может быть, еще чтят Немцова, а остальным всем на это будет плевать. Вот. И я не исключаю, что за последующие 6 лет после, нового срока Путина все не скатится в такую ситуацию. Как ты думаешь, какова реальная поддержка Путина в Российской Федерации? Конечно, было бы неправильно говорить, что у него никакой поддержки нету. В условиях, когда у тебя есть все рычаги осуществления пропаганды, у тебя есть кнопка телевизора, да, у тебя есть репрессивный аппарат. И кроме того, Коль, есть еще ВЦИОМ и так далее, которые, так называемые социологические службы, которые просто управляются из Кремля напрямую. Да, именно так. Я думаю, что, конечно, уровень поддержки у него не 70%, как это пытаются представить, гораздо ниже.
именно уровень поддержки, потому что важно еще брать в расчет инертное большинство, да, которым, в принципе, и жизнь не очень нравится, и Путин уже надоел, да, но, а с другой стороны, а что, будет хуже, Ну, если ты как у него... помнишь, ты не помнишь, конечно, когда Брежнев умер, говорили, что же дальше будет, мы такого потеряли миротворца. Да, когда он умер, у меня 2 года было, но я не помню. Мне было 10 лет, и я помню. Была тревога такая, как будто вот какой-то камень вынули из-под тебя опорный, да, и вот как так? Ну, вот был же Брежнев, он же боролся за мир. Конечно, и против всего мира. Да. Тем более, что Путин уже просидел дольше Брежнева, да, и уже на этих выборах за Путина смогут проголосовать Те, кто при нем родился. Да, те, кто родился, когда он стал, значит, президентом в первый раз. Но как думаешь, все-таки реально его поддержка больше 50% все равно? Я думаю, что реальная поддержка менее 50%, ну, 35-40%, вот так вот. Я, конечно, не Реальная социолог. активная поддержка, ты имеешь в виду люди, которые сами готовы были бы пойти за него проголосовать? Во-первых, это непосредственно сотрудники, работающие на государство, да, это и внутренние. Ну, им хорошо, короче, те, Да, кому члены хорошо. их семей, да. Это люди, которые работают на предприятиях, которые обеспечиваются госзаказом. «Газпром» там какой-нибудь. Да, то есть на круг получается достаточно большой. Представители бюджетной сферы, да, потому что они понимают... Вообще, это ты уже нарисовал картину с членами семей, это уже несколько десятков миллионов. Конечно, конечно. Учитывая раздутый госаппарат, совершенно очевидно, что эти люди, их, по крайней мере, более-менее устраивает текущее скажем, положение смена вещей. Путина в какой бы то ни было форме, это какая-то неизвестность, которую лучше избежать. Конечно. То есть у них уже все налажено, они уже... Я не говорю о каком-то там высоком уровне, где там люди вообще в облаках витают, да, на частных самолетах возят собак, значит, завозят наркотики из Южной Америки и так далее тоннами. Но, тем не менее, это значительная часть людей, которые не хотят перемен. Вот. А при этом они придерживаются, конечно, каких-то консервативных значит, ценностей. И, собственно, на это и опирается Путин. Остальных дорабатывают с помощью телевизора, если речь идет о каких-то сельских регионах, отдаленных регионах и так далее. Но гипотетически, если вы вдруг представить, что можно провести свободные выборы в России, да, в принципе, этот режим не пользуется такой фантастической поддержкой, как даже многие думают, да, что там под 80, под 84%. Нет, такой поддержкой не пользуется, хотя я думаю, что если, условно говоря, сейчас провести, если бы действительно можно было провести честную предвыборную кампанию, дать возможность Ну да, идеальный вариант, возьмем такой фантастический. Всем кандидатам и так далее, Путин, может быть, и не выиграл эти выборы. Да, такое тоже могу, потому что ситуация за последние 4 года экономическая достаточно сильно ухудшилась. Плюс разрушается миф о неком везении Путина, который активно насаждался в Ну а нулевые как? Нет, годы. ну слушайте, в Сирии же он там всех побеждает, он ИГИЛ победил. Он Ну как, уже, в Сирии, да. значит, закопали 200-300 или сколько там, значит. А они знают, что ли, об этом в России? Ну, об этом знают, да. По крайней мере, это, я думаю, что 40-50% об этом слышали что-то, да. Все вот эти скандалы последнего времени, которые возникают на внешнеполитическом контуре. А да? Олимпиада? Куда не пустили? Олимпиада. Ну, видно прямо с каким надрывом вот эту вот медаль, значит, атлетов сборной, значит, олимпийских атлетов из России, как это называлось сборной, да, УАР так называемая, с каким надрывом вот эту хоккейную медаль прям, вырванную да, у немцев, далеко не немцев самой сильной ранее команде. с фотошопами, значит, где вот эти хоккеисты значит, на здании Рейхстага с клюшкой стоят, да, то есть это вот все в такое победобесие, оно прям вот опрокидывается, то есть спорт — это война, на которой это сражение, на котором, значит, были понесены потери, но мы добились победы. Слушай, но насколько массово? Просто в Фейсбуке же много троллей. Я тоже видел, значит, как вот это победобесие, действительно, тролли там, да, мы великая страна, там, великая Россия, там, побеждаем, Сталинград, там, Пхенчхан, там, все одно и то же. А народ-то реально вот обычный, как-то вот, действительно так, вот, накал страстей вот такой среди людей или так это все? Ну, я думаю, что, конечно, когда идет достаточно сильный шум, со временем этот шум приедается и уже становится неким фоном. Да? То есть люди понимают, что от этого жужжания, от этого фона никуда не деться, и проще идти по волне, нежели чем пытаться как-то против идти. И из-за этого складывается ощущение, что вот подавляющее большинство, оно поддерживает некий общий курс. Но в реальности как бы... В реальности нет. Если бы действительно была возможность выбора, то этот выбор совершенно был бы не очевиден.
Расскажи, пожалуйста, свое мнение о кандидате Собчак, потому что, ну, она как-то наиболее легендизирована, и в Украине ее знают тоже. Она же шоуменша, долгое время и здесь показывали все эти программы с ее Она и участием. приезжала в вышиванке, здесь ходила, было дело. Да, это, наверное, еще до войны было. Да? Нет, это как раз, по-моему, начало было, 2014 год. Точно. Вместе с Красовским она приезжала. Точно, да. Но а что ж сейчас-то Ксения Анатольевна не пытается ни в Украину приехать, поговорить с людьми, и не как-то и не вашим, и не нашим. И она и в Крым же отказалась ехать, да, агитирует за себя. Ну, надо понимать, насколько я это ощущаю, Ксения Собчак участвует, наверное, в самом дорогом корпоративе за всю свою жизнь. Ведет самый дорогой корпоратив, потому что вот это интервью, значит, Путина, которое она провела буквально за день или за два до оглашения своего решения о принятии участия в избирательной кампании, это, наверное, было подписание договора заказчика с исполнителем на проведение этих мероприятий. И сейчас она в свойственной ей, кстати, добросовестной манере отрабатывает его. При этом она уже совершила вояж и в Соединенные Штаты, съездила в Чечню, в Грозный. Мне даже рассказывали, что в Америке к ней прислушиваются, что там кто-то как-то она выглядит как оппозиционный деятель. Ну, потому что надо понимать, что часть, ну, скажем так, той либеральной тусовки, которая присутствует в Америке, российской либеральной тусовки, она, естественно, будет топить за Собчак, нежели чем за Путина или, там, прости господи, за Грудинина. То есть они как бы презентуют американцам Собчак как один из вариантов Как будущего России. Да, как некую реальную альтернативу. То есть пусть она сейчас не победит, допустим, да, но надо к ней прислушиваться, там, это вот либеральная либеральное возможное будущее. Ну, конечно, они говорят, вот смотрите, Немцова нету, да, Навальный, он как бы выключен из этих процессов, да, а вот, пожалуйста, она легитимный кандидат в президенты. То есть, можно сказать, практически официальное лицо. Берите, что дают. Да, и ну, американцы, видимо, на это как-то тоже реагируют, поэтому ее там принимают. Хотя, скажем так, встречи с Трампом ей не удалось провести. Она туда набивалась к нему на молитвенный завтрак, но он даже, по-моему, с ней не пообщался. Это, конечно, досадная история, но вот насколько, как ты оцениваешь ее? Вот что в этом, понятно, что это игра как бы по правилам, да, по правилам Кремля, по правилам Путина, но есть ли какая-то хотя бы какое-то искреннее желание это изменить? Или вот это все просчитано вплоть до ее крымской риторики? Вот я хотел бы, чтобы ты разобрал ее риторику по Крыму, что она говорила. Ну, что касается риторики по Крыму, конечно, эта риторика обращена не в сторону Украины, это важно понимать, это обращение к либеральной части российского общества, которая еще не определилась, что делать вот с этим привалившим счастьем. Потому что в душе либерал российский понимает, что все это нечестно, что все это неправда, и он старается сейчас закрыть глаза и уши, чтобы не видеть то, что происходит в Крыму с теми же крымскими татарами. Да? То есть в российском дискурсе ты не найдешь абсолютно... Этого как будто нет. Вообще не существует. Да? Как сказал Подробинник очень замечательно, что российские либералы считают, что Крым не наш, а значит, эти проблемы не наши. А российские имперцы считают, что Крым наш, и значит, там все замечательно. И поэтому как бы никаких вот этих сложностей не возникает. Поэтому в случае с Собчак, может быть, конечно, она в глубине души действительно где-то искренне. Думает, что лучше это правда не было бы ничего. Да. Но то, что я вижу вот внешняя вот эта сторона, она, конечно, показывает, что она просто отрабатывает свою роль, а роль ее заключается в следующем. Привлечь как можно больше внимания и преимущественно молодого избирателя к этим выборам. Но и к себе тоже, как бы она свой гешефт имеет. Нет, она свой гешефт тоже имеет, но та стратегическая задача, которую перед ней поставил Кремль, это обеспечение явки посредством вот этого раздутия хайпа. Что это за товарищ Грудинин, которого тут тоже начали уже как альтернативу Путину представлять? Кто это такой человек? Ну, Грудинин – это владелец одного из подмосковных совхозов, который в 90-е годы, когда вся шла приватизация, паи и так далее, сумел очень ловко обернуться, собрать эти паи в свой, так сказать, в свое портфолио. И учитывая, что этот совхоз прямо находится на границе с МКАДом... это же клубнику, где выращивают. Да, ну клубника там маленькая часть. В основном там сдача в аренду торгово-развлекательным центрам, большим крупным магазинам,
и строительство недвижимого жилого То есть имущества. это латифундист, капиталист, коммунист. Он же от коммунистической партии идет. Ну, вроде как, да, он идет от коммунистической партии. Понятно, что Зюганов решил не позориться в этот раз, в отличие от Жириновского, вот, и выдвинул Грудинина, которому, в принципе, это все не нужно. Ну почему опять попиариться? Может быть, там клубника лучше пойдет? Нет, у или него что другая там? задача. Грудинин имеет виды, вот насколько я читал и аналитику по нему, и по его заявлениям, имеет виды на пост губернатора Московской области. У него идет серьезная Ну, свою цену война, поднять, а почему да, нет? с Воробьевым. И, собственно, он рассматривает вот, участие в этих выборах как некий такой политический трамплин. Опять же, станет он губернатором Московской области, значит, он может еще отгрызть земли и так далее, и так далее. То есть это чисто капитал, ничего личного. Он же сталинист, кроме всего прочего. Ну, это такая риторика, и, понимаете, сталинист, у которого, значит, счета в Швейцарии, еще где-то, да, вот... Нет, сталинист это тот, кто за то, чтобы сидели другие. Мы же понимаем, что такое современный Мы понимаем, сталинист, но да. опять-таки, да, Сталин, значит, когда помер, как там говорят, у него сапоги, шинели, старая трубка осталась покуренная, да, а здесь, значит, выгодно быть сталинистом в надежде, что, значит, ты будешь расстреливать, а не тебя. Только история показывает, что все бывает наоборот. Да? Сначала ты расстреливаешь, потом еще тебя расстреливают. Но про Крым у него риторика путинская абсолютно. Абсолютно, но это как раз отражает мнение левых сил, да, таких неоимперских, советско-имперских. Это не как Удальцов, который был против Путина, потом сел в тюрьму и в тюрьме стал за Крым наш и Великую Русскую империю. Ну, Удальцов доверенное лицо Грудинина на этих выборах. О, Господи. Да, поэтому здесь как бы 1 к 1. И, ну, опять-таки, надо понимать, что это все несерьезно. Никакой серьезной политической борьбы не ведется. Но если Путин сказал, что он не будет участвовать ни в каких, значит, дебатах, Да. мало того, закон позволяет отправлять на дебаты доверенных лиц. Он сказал, я не буду даже доверенных лиц никаких отправлять. Ну, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что, в принципе, исход этих выборов давно уже предрешен. Да? А все остальное это мишура, которая дает возможность, значит, политологам зарабатывать себе на хлеб, обсуждая все это и переливая из пустого в порожнее. Прогнозу итогов так называемых выборов мы еще вернемся, но я хотел продолжить по другим кандидатам, или по политикам, скажем, оппозиционным российским, но которых принято считать оппозиционными. Кто у нас там? Явлинский и Навальный, да? Их крымская риторика никак не поменялась, она такая осталась? Но мы все помним про бутерброд, это никуда Это не все то же делось. самое остается. И, в принципе, Явлинский тоже недалеко ушел. Да, это такая российская либеральная риторика, что да, это было неправильно, но давайте мы будем уважать выбор Русского населения. да, крымчан, выбор крымчан. Хотя никто в Крыму ничего не выбирал, это То понятно. есть я не признаю аннексию, не признаю законность референдума, но давайте учитывать его результат. Да, именно так. Что касается Навального, ну, он достаточно находится сейчас в таком тяжелом положении, потому что, несмотря на практически годичную подготовку, к выборам он так и не был допущен. Вот весь год он ездил, открывал штабы, да, бурную деятельность развил. Ему отказали. Отказали по причине украинским зрителям, объясни просто. Отказали по причине того, что он не системен. То есть, что он уже находится на таком карандаше, в То таком, есть туда нельзя пускать да, уже, да. в таком состоянии прокаженного. Его даже имя не произносится. Его Да, это очень называют смешно. этот Путин персонаж, не произносит да, Путиного имени. Да, этот господин, да, или там какие-то лица. Вот. Я думаю, что как раз на период выборов его посадят на 30 или сколько-то суток. ну, чтобы вообще просто даже на улице. Да, уже он посадили... же призвал к бойкоту. Как ни странно, он бы, конечно, не призвал к бойкоту, если бы его зарегистрировали. Но теперь получается так, что он призывает к бойкоту, как и призывают к бойкоту все нормальные люди выборов в Крыму. Именно так. проводят, да. Но он призывает к бойкоту с позиции обиженного такого участника этих выборов, да, которому не дали возможность. На текущий момент уже посадили на 30 суток руководителя его штаба. Власть пугает то, что Навальный может мобилизовать какое-то количество молодежи. Мгм. То есть любая подобная несанкционированная активность, она для путинского режима воспринимается как реальная угроза. Но это же странно. Ты владеешь миром, ты воюешь с Америкой, ты все задушил и боишься пацанов каких-то там 2000 выйдет. Ну, слоны тоже мышей боятся, поэтому я думаю, что это как раз обусловлено какими-то психологическими аспектами.
Вот. Что касается Явлинского, ну, здесь тоже понятно, что Явлинский фактически всю вот эту постсоветскую политическую жизнь занимался тем, что выполнял роль добросовестного спарринг-партнера. В общем-то, он, просто у нас время подходит к концу, и сколько я про него знаю, да, вот человек, который вообще при Кремле кормился все это время. Ну, его нехило. партия на Да, государственные на средства госфинансирование, да. существует. И вот эта их идея честного референдума в Крыму, который поддерживает и так называемый очень такой популярный Лев Шлосберг, там борец за права, и вдруг оказывается прав других людей, не существует прав Украины тоже. Я последний вопрос, и мы, наверное, ставим точку. Интересно, как твой прогноз? Давай такую игру поиграем. Сколько нарисует Путину на этих выборах? Ну, вот я представляю так, что золотое сечение этих выборов — это 70-70. То есть 70 явка, 70 голосов. Я поставлю свою ставку, сделаю в нашем паре. Мне кажется, что будет 77 за Путина. Не знаю, почему-то, мне кажется, не любят такие цифры. Ну, посмотрим. Но я думаю, что он перестарается и больше нарисует, скорее всего. Всего доброго, спасибо Николаю Ползову, что был с нами, и вам, наши зрители, что смотрели нас. До новых встреч на телеканале АТР.